Ассаламу алейкум, ардахта ағайын. Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня мы очень много говорим о том, что в царское и советское время предпринимались огромные усилия по фальсификации казахской истории, что имена многих героев, отдавших жизнь за свободу казахского народа, специально скрывались. Много говорим, но почему-то очень мало делаем. И складывается впечатление, что пренебрежительное отношение к родной истории остается до сих пор. Сегодняшний мой видеоролик будет посвящен об одном из таких тщательно скрывавшихся фактов героизма. Причем героями были простые юноши и девушки 19-20 лет, которые в самый разгар советского террора решились открыто выступить против жестокого сталинского режима и отдали за это свои жизни. И самое удивительное, что об этих молодых казахских героях мы почти ничего не знаем даже сегодня. Но кто они, эти безвестные герои? В 1940 году в Уральске небольшая группа казахской молодежи создает тайную организацию, названную «Союз спасения казахского народа». Само название говорит о том, что цели у этой организации были самые что ни на есть патриотические. Ведь на тот момент казахский народ нужно было спасать только от одного врага – кровавого сталинского режима. Идейным вдохновителем, создателем и руководителем этой организации стал студент Уральского педагогического института Губайдулла Анесов, которому на тот момент было всего 17 лет. И тут возникает вполне закономерный вопрос. Откуда в этом юном подростке взялись силы для борьбы с целым режимом, жертвами которого были миллионы казахов? А все дело в воспитании, которое получил Губайдулла в своей семье. Дело в том, что в 1936 году в семье Анесовых проживал их близкий родственник Сатымов, работавший в Фурмановском районном исполкоме. Именно Сатымов, который очень быстро стал для юноши образцом и примером, стал первым человеком, который направил юношу на раздумье о жизни родного казахского народа. Сатымов, который втайне хранил запрещенные произведения алашских лидеров, дает их почитать юному Губайдулле. Именно под влиянием Сатымова и произведений алашских лидеров Губайдулла и принимает решение начать борьбу за свободу казахского народа. Уже в первые дни учебы в Уральском пединституте вокруг Губайдуллы начинают собираться такие же, как он, патриотичные казахские юноши и девушки. Вначале все ограничивалось тайным чтением произведений алашских лидеров и обсуждением прочитанного, но вскоре такие порывы приводят к созданию тайной молодежной организации. Название пришло само собой – «Союз спасения казахского народа». Активными и первыми соратниками Губайдуллы Анесова стали его друзья, тоже студенты Уральского педагогического института Сейиткали Бажекенов и Имангали Насыров. Вскоре к ним присоединяется студент Уральского гидротехникума Камал Макулбаев. Однако жизнь в городе для простых казахских ребят даже в то время оказалась не по карману, и все трое соратников Губайдуллы в октябре 1940 года возвращаются в свои родные аулы, но однако не разрывая связи с Губайдуллой. И тогда новыми соратниками Анесова становятся студенты Уральского педагогического института Сайдулла Шорабаев и Саткали Молдагалиев, вместе с которыми Губайдулла приступает к поиску и вербовке новых членов Союза. Вскоре активными членами организации становятся Игали Мухамбеткалиев, Мәннәп Ахматов, Сундеткали Каражанов, Өтеген Аманов, Кайыргали Сапаралин, Гумар Турымов, Мухамбетжан Нуралин, Мәззаб Алиев. Очень быстро стараниями этих талантливых ребят была создана подпольная типография, в которой были напечатаны членские билеты. На этих билетах по предложению Губайдуллы был напечатан устав Союза спасения казахского народа из 2 пунктов. Первый пункт гласил «Создать независимое казахское государство». Второй пункт – «Защитить казахский язык и казахскую культуру от русификации».
Но как собирались никому неизвестные студенты, многим из которых не было и 20 лет, бороться за светлое будущее казахского народа? У Союза и на этот вопрос был готов свой ответ. В первую очередь, в Союзе устанавливалась железная дисциплина. Во-вторых, каждый член Союза должен был тщательно отбирать новых членов и быть готовым поднять местное население на вооруженное восстание. Причем были даже распределены, кто из членов Союза в каком районе Уральской области должен вести агитационную работу. Так, Анесов в Фурмановском районе, Бажекенов в Жанибекском районе, Нуралин в Жанакалинском районе, Макулбаев в Казталовском районе должны были вести агитацию. В-третьих, активно велась подготовка по выпуску и распространению листовок. В-четвертых, члены Союза рассчитывали, после того, как наберут достаточное количество членов, начать открытое восстание и своим личным примером поднять на борьбу весь казахский народ. Конечно, планы несбыточные, но очень отважные и смелые для своего времени. Причем молодым казахам даже удалось выпустить и распространить несколько листовок. До нашего времени дошел текст одной из листовок, распространенных в то время в Уральске. Вот что было написано в этой листовке Союза спасения казахского народа. Ардақты туысқандар, қазақтар, жолдастар, қазақ халқын қорғаушылар ұйымы сізге өздеріңізге белгілі төмендегілерді ескертеміз. Қазақ халқы ғасырлар бойы бостандығы, мәдениеті, тілі үшін ұлттармен күресіп келеді. Ол шегінуді білмейді. Оны Сырым, Кенесары, Наурызбай, Жанғожа, Исатай, Махамбет, Амангелді, Бекболат сияқты батырлар қазақтың отанына шын берілген ұлдары бастайды да. Олар қазақтың елдігін қорғау үшін жанын беріп отыр және береді де. Қазақ халқын бағындырып отырған Ресей патшасы революция дүмпуіне шыдамай құлады. Революцияға қазақтың алдыңғы қатарлы ұлдары қатысты. Қазақ даласында да революция жеңді. Сөйтіп алған үкіметіміз қазақ халқының қалың бұқарасының мақсатынан шықпай отыр. Қазақ құл есебінде, мәдениет, оқу, искусство дегеннен артта, тілі Сталиннің сақ ұлттарды орыстандыру саясатымен орыс тіліне ауып барады. Шыны киер киім, шер тамағы жоқ. Оны тек құралды күшпен алуға болады. Конституциядан ешқандай рақым күтуге болмайды. Халықтың ұлттық қозғалысынан қорқып, Сталин басқарған үкімет халықтың инициативасымен мүддесін мобилизациямен үркітіп, соғыспен жоймақшы. Гурьев, Батыс Қазақстан облыстарында хал осылай. Ал біздің алдымыздағы мәселе не ел болу үшін күресу, не құл болу үшін өмір сүру. Ұлттар теңдігі жасасын, қазақ халқы жасасын. Вот такова была листовка, которая дошла до наших дней. Кроме того, члены Союза пишут несколько писем на имя председателя правительства Советского Союза с требованием предоставить Казахстану право выхода из Советского Союза на основании Конституции. Если же это не будет сделано, Союз предупреждал о том, что будет вынужден поднять казахскую молодежь на вооруженное антисоветское восстание. Прождав целый месяц, члены Союза поняли, что их письмо никто всерьез не воспринял и нужно переходить к активным действиям. Было решено, что сразу же после получения телеграммы от Губайдуллы Анесова в Жанибекском районе Бажекенов и Насыров начнут вооруженное восстание. Одновременно должны были начать активные действия в Фурмановском и Жымпитинском районах. После начала вооруженного восстания было обговорено, что Губайдулла Анесов выступит по радио с требованием предоставить Казахстану независимость и сразу же обратиться к иностранным государствам с просьбой оказать помощь Казахстану в его борьбе против Москвы. Однако Союзу спасения казахского народа не суждено было просуществовать долго. Всего лишь через 7 месяцев после своего образования Союз пал жертвой предателя. Романтичные, доверчивые члены Союза не смогли угадать в очередном новом члене организации Габидене Кулбасове предателя. Оказалось, что Кулбасов, который несколько раз задерживался милицией за различные мелкие преступления, был специально внедрен органами НКВД в состав Союза.
И вскоре 14 самых активных членов Союза по доносу этого предателя были арестованы в декабре 1941 года. В итоге, не сумев заставить арестованных подростков отречься от своих идей, после 2 лет нечеловеческих пыток и истязаний НКВД было вынуждено провести закрытый суд над 14 арестованными казахами. Руководитель Союза спасения казахского народа Губайдулла Анесов, практически ставший инвалидом в результате пыток, был приговорен к расстрелу как враг народа. Приговор был приведен в исполнение 13 января 1943 года. Было тогда Губайдулле Анесову всего лишь 19 лет. Рассказывают, что когда Губайдуллу повели на расстрел в оковах с мешком на голове, отважный юноша в своем последнем слове попросил все это снять с себя. «Позвольте мне хотя бы смерть встретить свободным и посмотреть в глаза своим палачам», — сказал Губайдулла. Расстреляли смелого юношу одновременным залпом из 15 винтовок. Еще один из лидеров Союза, отважный Кайыргали Сапаралин, погиб в уральской тюрьме. Сердце молодого юноши не выдержало зверств, через которые ему пришлось пройти. Другие, оставшиеся в живых члены Союза, были приговорены к длительным срокам заключения от 5 до 10 лет. Впоследствии многие из них погибли в лагерях, не выдержав продолжавшихся и там мучений. Так, Маннап Ахметов и Маззаб Алиев трагически погибли в Актюбинском лагере. Вот так сложилась судьба молодых героев в самый разгар сталинского террора, не побоявшихся хотя бы попытаться повести борьбу за светлое будущее казахского народа. И сегодня в независимом Казахстане мы просто обязаны чтить память этих отважных казахских юношей. Да, немало уже сделано. В 1993 году все члены этого союза были реабилитированы. Написано несколько книг и пьес, посвященных их подвигу. Имя Губайдуллы Анесова присвоено одной из улиц в родном селе Жалпақтал. Однако все же до сих пор о деятельности этого союза нет ни одного слова, хотя бы упоминания в учебниках по истории Казахстана. Нет памятника, посвященного Союзу спасения казахского народа в родном Уральске. Не имеется мемориальной доски на стенах Уральского педагогического института или хотя бы небольшого стенда.